Общероссийский форум в Новосибирске, посвященный образованию, несомненно, крупнейшая дискуссионная площадка. 1000 участников, в том числе премьер Дмитрий Медведев. Хакасию здесь представили депутаты Верховного Совета. В ходе дискуссии участники делились предложениями по развитию дошкольного образования, подготовке кадров, развитию науки и образования. Не какие-то абстрактные идеи высказывались, а были конкретные предложения, которые можно реализовать в ближайшее время. Очень много внимания было уделено инклюзивному образованию, которое для нашей республики также является очень актуальным. Вопросы интересные, задумки хорошие, и полными идеями мы будем возвращаться в нашу республику. Что немаловажно, отдельные проблемы и их решения, обсуждаемые на форуме в Новосибирске, Хакасии, знакомы и уже давно реализуются. Школьная парта, школьное молоко. Также комитет по образованию занимается проработкой программы «Школьный автобус». Кстати, о ее актуальности на форуме говорил и премьер Медведев. Мы уже дважды на рабочей группе по модернизации образования в Республике Хакасия вместе с правительством, с Министерством образования поднимали вопрос о начать заново программу «Школьный автобус». Прошло 10 лет. По регламенту автобус более 10 лет не может использоваться, именно школьный автобус. Нужно приобретать новые автобусы. В России такой программы нет. И надо признать, что автобусный парк снова нуждается в серьезном обновлении. Мы, конечно, рассчитывали на то, что деньги будут найдены регионами, но это сейчас весьма непростая. Стоит добавить, Дмитрий Медведев рекомендовал разработать программу уже в этом году, а благодаря правительству у Хакасии деньги на обновление школьных автобусов есть. Комитет Верховного Совета по аграрной политике и землепользованию фактически занимается решением стратегически значимых для республики задач. Развитие сельского хозяйства – одно из приоритетных направлений. Ежегодно на село выделяется около миллиарда рублей. Сегодня деньги даются не просто так в сельское хозяйство, они даются на единицу произведенной продукции. Да? Мы там софинансируем производство молока, производство мяса, производство племенного. Да? Мы из республиканского бюджета сегодня софинансируем затраты на на возрождение прудового хозяйства. Да? Мы сегодня из республиканского бюджета и из федерального бюджета даем субсидии начинающим фермерам в виде грантов. Еще одно направление в работе комитета – земельные правоотношения. По инициативе комитета сейчас ведется работа по оформлению в республиканскую собственность федеральных земель на территории республики. Это в том числе позволит муниципалитетам использовать участки под новые пастбища. Что касается социальных направлений, 5-й год успешно реализуется разработанный комитетом закон о предоставлении бесплатных участков многодетным семьям. Мы в этом законе четко прописали и дали возможность нашим исполнительным органам власти, как муниципальным, так и государственным, четко работать в этом направлении по выделению земельных участков, по постановке на учет, кто имеет право на получение таких земельных участков, и порядок постановки на учет. Председатель аграрного комитета Петр Воронин подчеркивает, что работа не замыкается в стенах Верховного Совета. Налажен постоянный диалог с избирателями, что позволяет адекватно оценивать направления в законотворчестве. Как депутат от Аскийского района он часто встречается с сельчанами. Очень много поступает вопросов, связанных с землеустройством, межеванием, социальным развитием сел. У нас по Балыксе на сегодня в Аскийском районе принята на уровне главы республики специальная программа по поддержке. Она не входит в Балыкса, не может попасть в программу малых сел, которая проводится в республике Хакасия. По ней разработана отдельная программа на 2016 год с тем, чтобы посмотреть, как поднять уровень социальный и по дорогам, и по медицинским учреждениям, по культурным досуговым учреждениям. Что касается конкретики, 77 миллионов рублей выделено на поддержку семейно-животноводческих ферм. А еще парламентарии не забыли о садоводах. На развитие товариществ направлено 15 миллионов рублей. А в целом на поддержку садоводов за последние годы выделено около 100 миллионов.